Великой Отечественной войне, 80-летнего юбилея. Я рад и горд присутствовать здесь, на сквере имени Федора Кузьмича Попова, который стоит в начале улицы Федора Кузьмича Попова, где мы сегодня откроем памятник первому герою Советского Союза из нашего народа Саха. Это долгожданное событие. Это событие, которое ждали не только жители Мегино-Кангаласского улуса, не только жители Якутска, но и всей нашей республики. Мы сегодня воздаем дань уважения беспримерному подвигу молодого парня из второго батаринского наслега Мегино-Кангаласского улуса, который в далеком уже 43-м году одним из первых под страшным огнем форсировал Днепр, помог завоевать там плацдарм и добился победы. Жизнь Федора Кузьмича Попова была короткой, но очень яркой. И вот его беспримерный подвиг, его жизнь, принесенная на алтарь победы, служит нам ярким примером. Мы сегодня делаем много для увековечения памяти Федора Кузьмича Попова. Лучшими из них, конечно, будут наши дети, которым мы будем передавать память и о нем, и о всех наших героях. Героях Великой Отечественной войны, героях сегодняшнего дня. И хочу рассказать вам, что 30 апреля во время третьего международного антифашистского конгресса, который проводит Министерство обороны Российской Федерации, на котором были представители 43 стран, я присутствовал на очень важной, волнующей церемонии, когда 12 лучшим региональным отделениям юнармии Российской Федерации были присвоены имена героев Советского Союза, героев России, героев специальной военной операции. И одним из первых знамя получил наш представитель из рук тоже знаменитого Всеволода Головина, которого мы все знаем как Морпеха Струну, героя России, который сегодня руководит юнармией России. И хочу сказать, что региональному отделению нашей республики Саха-Якутия сейчас уже навечно присвоено имя Федора Кузьмича Попова.